О аварском нупсальстве известно по исторической хронике и фольклору. Известно, что еще до нашествия арабов на территорию Дагестана, на Хунзахском плато сложилось крупное княжество с титулом Нупсал, и с резиденцией в Танусе. Тануси делилась на две части, Тат-Нус, то есть Верхний Нус, и Горд-Нус. Оба поселения находились недалеко друг от друга и, по преданию, были соединены сигнальной цепью с колоколом, которая тянулась до горы Акаров, что возвышается над Хунзахом. Вдоль сигнальной цепи было выстроено несколько сторожевых башен. Семейство караула, наблюдательных пунктов было освобождено от всяких податей и повинностей. Это аварское государственное образование до XII века было намного крупнее и мощнее, и по арабским источникам оно называлось царство Сарир. Территорию, на которой располагалась Авария, являлась частью земли Гун. Михаил Чимчан, турецкий историк армянского происхождения, живший в Стамбуле в XVIII веке, в своих трудах называет 4 провинции на территории современного Кавказа и Закавказья. Это Баслас, Гайтак, Алан и Гун. Автор книги Дербент Нами утверждает, что сасанидский царь Ануширван на своих картах отмечал территорию нынешнего Дагестана как 4 провинции: Кулбах, владение Туман-Шаха, Кайтак, Нагорный Гумук. Разделения эти соответствуют и теперешнему положению страны, где Нагорный Гумук — это Гун или Авар, и соответственно идентифицируется с современными Кази-Кумухом и областью Авар, то есть современными аварскими горными районами. Датский хронист XII века Саксон Грамматик население Руси попеременно именовал торусами, то гуннами. По этому поводу Олаф Верилий писал, что Саксон Грамматик русов и гуннов считает одним и тем же народом. Дионисий Периегет, древнегреческий ученый, во II веке нашей эры пишет, что гунны живут у западного берега Каспия, южнее скифов и севернее Каспиев и албанов.